вообще ты так пошел. Ну ладно, ну главное, что тебя никто не спалил. Ладно. Так, тихо. Так, здесь у него вход. Я думаю, в звонок звонить не надо. Это новенькая Lamborghini Revuelto, так еще и с багажником. Точно, Офигеть, так чило. Ты зацени, стой, еще раз. Я отсюда Оцените, у него двери топовые. Так, оцени, давай спереди. Так ее нету. Офигеть, так чило, зацени, какая крутая просто. Мне она обязательно нужна И в там гараже. вот Давай как сядем уже в нее обратно. открываться. В нее у нее двери зашли прям как ножницы. Кстати, вы знаете, что ни одной пока такой машины еще не выпускалась серийная. То есть этот миллиардер, наверное, себе ее под заказ заказал. Офигеть! Так, давайте салон посмотрим. Вау, столько тут карбона. Посмотри на это просто. Даже руль карбоновый. Ладно, попробуем выехать отсюда еще как-нибудь. Так, Пока сейчас тебя давай не вот здесь спалили. открываются? Нет, они не открываются. Тебе Так. нужен ключ. Ладно. Нет, ключа у меня нет, поэтому придется другой план использовать. Что за план? Он мне не Погнали! нравится. Да хорош. Погнали! Да, блин. Ну там мы ее еще увидели. Это же уникальная машина, хорош. Ты что Смотри, творишь? тут она какая бронированная, даже не поцарапалась. Опа! Все, перевернулись. Теперь надо выехать на какую-нибудь дорожку. А, Да да. ебы! Это ты называешь дорожкой, да? Подожди. Это что, электрокар? Почему у нее звука нет? Ты что, сэкономили на звуке? Блин, почему на всех... Букатти на спойлере, в Мерседесе на сиденье. Что за пипец, блин? Так, ну смотри, у тебя реально получилось. Франклин, ты чё? Да. Чё? Где машина? Где? О, вот она, фух. Она Это машина Гарри Поттера? Она так исчезает, конечно, странно. Так, все, погнали отвозить ее домой. Наконец так. Возьми ко мне скорость. О, но не на антикрыло не сэкономили, зацени. Да ты куда прешь, блин? Канал. Юс, легчало. Это шутка про то, что меня в канаву кинули. Погнали, кстати, мне интересно, на нем максималку. Сечка, Вот там вот. Ваш Кстати, вы дойти. знали, что эта лампа может стать новым преемником Lamborghini Aventador? То есть это, по сути, как новое поколение Aventador. Теперь, то есть, вместо него будет вот это. يعرف نشتري غير دوم كيتا مشان ماما دورنا Всего лишь 2,5 секунды. Ее максималка 350 Да. км в час, а стоит она 600 тысяч долларов. Это тоже довольно неплохой экземпляр. Ну, конечно, إسماعيل إلدارو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مشهور علوي جمايو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مشهور شو نت برج تجمع للشقة أنت لا سبب دبيت يدول ما سيري رجي ماشا دوغيلا ها أنت تجمع للشقة Вот сюда, все. Ей прям подходит это место. И, собственно, я на фоне этой тачки وين выгляжу طبعا سوريا يوش المخار صبوتها استقير معك أتفاقسيون Тауқлек доцу дичь волшнафты, он же эфир шалаторию. Где-то через 2 часа, через 3 часа, еще он айолу цей эфир. Сейчас я вам объясню, Ак, почему я кружу вокруг тунаха, этого гольф-клуба. асим В общем, халголатайн. здесь намечается какая-то Ак, встреча содион, политиков. вайн, И штейр, сюда фатрез, приехал жашти, русский таус, политик. выстрелу, Сейчас шо. мы угоним его точилу. А вы знаете, на каких машинах Ак, сейчас асун катаются тан, российские хахоля, политики? аштер, алу, аштер, Это буду, же асока, Audi терго, Седан. яштер. Наш, по сути, Сакастена, это дюхона, русский вайн. Rolls-Royce. И сейчас Та я пробую дени его قميل угнать. قي Как мне تابتني выше همش найти? ليلوش والناخا بيلقل دي هنا حزول حضوها اللي يقي حتوق اشتولي ديل ده بقلا دي هم действительно وي هرم Вот он, клуб. действительно قدم مدات الخيش действительно ايش تحال دو وقع О! Тут لك شو عاد اسم دري تيتي Он так проверяет талончики за парковку. التلفزيون تكيز من شاقان سبو О, давай сюда талончик, я тебя станцую. А это Дядя والله Вася говорит, что تا у انا нас босс, но سايكاتش он совсем اسوق انترنت شو سيخلو يتر مواتر ديلي بلسنش ديل ورا نورا واتر وده راح نسخل بقى اسوأ صنديون Да, я думаю, سمن ويليش وصل здесь Тут спец мечтаю. تحاولش تبوك تحاولش Порш стоит из этого. اق Там не будет никаких انتش تهتدي هون نسو اول ناغل بال ناغل ولي بقوان وقصو ايش تبال دعوال شو درتي يا قيدي هون هاي فيديو شو ما دايهن قباش بقدر قالش Там один охранник. هو اختن تو بوخ دات سين وشتي تا
قلتها أوديتوري قيس دا يوتشات اسقاستن اس ديوزول تاع شتون الحقدو اسشت قداش كلار قي ريبوستير ختادي وان صبع تقدات شي ستاتوس يغطش اشتقي ديون اشتون خلج والله دقون سن عاشي كويات قداش كرير سن إذا خلشتات так سيدوك دوغو آغو تليلوش هندالشا أدم موخل وين تغن سينتي دا بوغس قيچانا بوغس صديقش متك خلشا دلا هر اشت نستيش هون خصون غوخير درق على هون خيتش دويزة دا действительно اشتوق إز نو استحون فدش كلش تغلش تاقحان تصحن بركة داثر إزرنا حاجنا أولشتوق سنديلا اشتناخ حبيزن بير بالآغو أدو إز تنخلرلوش كروش دعوة شو دراخة أتستيون ندقا بوقتيون اشتو مشتوق طبعا جرجو حالات شي ديون دا اشتعصبر بحث ستاتستيون يلو سيلكم ستاتوس يهو توقي ديون سنتا اشتو تا لو تمايو ونودن مايو وارسن دو تا انترسيوش ومانش ليلو سوجيم وات بقدر Это контенция, да, отобат. В буквальном смысле дюнити YouTube чах. Я даже со видео дуквай 1000 тага. Лайка вот 1000 тага. Статус еще WhatsApp чего оттечь. Он 100% надо. 20-30 тысяч лайков хинс حال موندو لايكي دلقة أقصى монетизация يقين سو شغلتين لقيت монетизация نوصل أخش ده يعني действительно يوتيوب شوها за эфир تقول سون بعدش أخش именно أشوفه الفيديو يو سو أخش ده أشتم ну إذا ضعدوا يشتغل شتون لا عاد يشولك يعني ندرا أحسن فيديو أش وش политический يول أوي еще теперь дальше просмотр школьчи ходит но со уж даяглаш вон да шона сайнаца дезион харам дойти оли дагадо сунца вообще дон инсочу иш ютуб ша монетизация латайна докштол ахч докш كدقي أخشنشتات صون درجم صون أت بطة وجردوق تجل قيتش درج سمت تيوردو من تحرهم إذا تان بطة حالات سديدر شوقش بطة بي أنتن ويلي شوقسه حرم دويت يعني أنت إجراد عدوليش خليل مثلا пускай он 10 тысяч. Еще считается 5000 лайков, масалан. Если 5000 лайк будет, разыгрываешь. Хули дукка хумашем, дукка молчу алилу, дерду. Из этого да он сон выиграет. Мелхол, ну и цехасу. أنا هوبشي هوش واتس على يقدر بقدر جاشتي ولا عندك نو كده دير جودو شو داول شو مش تقنية خلو أردير دور ديري يوس أتين والله شو بس يلعب السلام عليكم وعليكم السلام شيء شيء قام تعبيه دار وخوخ بوي ها ها اتسع فرش ريش قدات اتسع داش واحد لنا دو إز خوخ مو كيف دو в смысле мох кегдо كيف مو دو دو إز خوخ تي كيف ها يخوختي كيجن هادي شوية ها خوختي كيجن هادي شوية أس أي سوم دون تعطيك شيء ده أس أنت وين
in Syrien, zum Sache, als der Kettli tschirti schon. No Syrien, bald, wenn du hier raus, Syrien, ja, mir mal jezi. Asina schmerz zarita. Ich weiß, Assyrию, طبعا ده مات واشتغلت او كاتليتش يدرسوا دقة كاتليتش تنتي هو ناس بمدار اشتنديو بستدي شو ديك شو انا الناس هو بالك بنا تندي الابيتيتيوت شو جيم اسمه خيميل ديز احسلان جون مورز من ليحان مل دكتور هايوني هدو هما دوي مكشتو بسرها لا دوي приветствую всех присутствующих, если что, могу общаться на русском. Ребят, прошу, кто не подписан, подписывайтесь для аудитории. Так. Уверен, что ты все это съешь? Согласен. Еще надо. Вкуснятина. Я вот остальное с тобой не спрашиваю, ты голодаешь, что ли? Ну, скажем так, я не ем. Никакой. Не получил. Так, ну что мы сегодня можем пустить? Да, не пустим. Ну, спасибо, что так ты есть. Ну, ничего. Да, ты одна. Tamam Ferdi Ali. Tamam Ferdi Ali. Kaya. 14 تعاون بتوع الله شو يقاقي هما يا اتنايات سو. Интересно. А? Сразу я ات حاجة. أي то есть. يا عم يا عيتنا. Что на до гега на борьба на там будешь. Давай шайет ешь وهويش. طبعا سبوع دو بندل تعورو Так, ладно. Девочка, убери, пожалуйста. Надо там выпить чай. В доме по ночам слышны крики. Не страшно, я не боюсь ваших страшных историй. И- Сейчас я такую страшную историю расскажу. Ольга Что точно делать? испугается. С чего Давай, начинать? расскажи. Вы что-нибудь слышали про призрака дождя? Давным-давно на нашей улице жил одинокий старик. Люди обходили его дом стороной. А когда закончился дождь, этот старик пропал. И с тех пор его призрак ходит по нашей улице по ночам, когда идет дождь, и смотрит в наши окна. Вообще не страшно. Это призрак дождя пришел. Зачем он к нам пришел? И что нам делать? Он пришел, чтобы нас забрать. Пошел нахрен. И с тех пор в том доме... Тамай кикел видео юй. Не страшно. Я не боюсь ваших страшных آه. Сейчас я такую страшную историю расскажу. Ольга точно Венгал биар вякни. Давай, расскажи. Видео якни цокучулга. Давным-давно на нашей улице жил один Ахмедику. Люди обходили его дом стороной. А когда закончился وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Марш волдик, الحمد لله. Ну да не. Могу что и да я дойду.
когда идет дождь, Yala. и смотрит в нашу Katsuman сторону. öyle şort. Dada, o kamera kırıtmayalım. Это призрак дождя пришел. Teker videoyu yedin istemayevi. И что нам делать? Sakar. Vaş Bengal bir arvakni yedin. Ahmet var ya. И с тех пор в том доме по ночам слышны крики. Just euro da hon sada. Euro da hon sada. Сейчас это пусто. Dal det var inte när det blev. Да. А и прогонки чуть это маю. Her nagay da. Ha tak şey Her dokuz. nagay. Ha? Her nagay. Ha. Teker videoyu. Последний раз старый видео 6 месяцев назад в Узбекистане. Готов Тамар попросить Фисан. организацию сделать Это какие-нибудь финал на спортсмен 500 показывает, тысяч. у тебя есть видосы, где Бегать ты я не там люблю. турник делаешь, что-то там. Бегать я Her ve Hazeri. Ну, а ты был настолько радостный, когда ты объехал Феррари. Я увидел Может, нам надо снять контент? Мы договаривались с этой машиной, с той машиной. Самое главное, чтобы машина была городского типа. То есть не такого, как тебя объяснить, драгового вот этого. Контент. Это городского типа машина. Лича. Я говорю, просмотр что было. Да, Эрна Хердук. Махачкалу к Ахмеду с подарком. Я ему хочу подарить эту ешку. Эта ешка от меня. Это чисто мой подарок, Ахмед. Я полностью починил, она идеальна. И еще. Привет, добро пожаловать. Монстрой попросил тебя передать. Ребята, Они тут. аудитория у меня очень маленькие. Они красивые, чистые. Я хочу делать контент, но Все чувствуют. если я буду Я же тебе один раз сказал. снимать такие видеоролики, это уже Машину ТМТ сжигаем, подать и не принимаем никакие. немалая работа, Дион. То есть ты Много ничего работы. не берешь. Вот эти деньги Я буду там, например, себе, снимать няни, про свою семью, эту машину рассказывать, что как есть, я сажу вот сейчас. и Вот сейчас. Ты уверен? Да, вот более в другом виде, то есть в виде надо это снимать, Я его долго уговаривал. а если просмотра не будет, то есть это будет все зря. Нам придется ездить в некоторые места, или я не знаю, просто начинаю дело изнутри. Нужна поддержка нужна. То есть что я хочу именно выставить? Я хочу выставить то, что к моей семье относится очень несправедливо. Бельгийская власть. Валлай, я просто... Валлай, у меня действительно с головой проблема уже. То есть депрессия. Они настолько надавили меня. Уже сил нету что-то делать. То есть ты какой-то направление идем. Не могу взять и добиться этим. Посмотрим, кто из нас крутой битбоксер. Валлахи, биллахи, таллахи. Я заявление подал в полиции. То, что украли моих детей. Это же правда. Никакого реакции нету. Никакого. Потому что она бельгийка. А я чеченец. Простой. А разве это не нацист? Посмотрим, кто из нас крутой. Ну, если, например, я пошел бы, например, чью-то во двор и взял его ребенок, я, то есть, отвез бы к себе домой. Вы знаете, что полиция делали? Клянусь, я бы получил минимум там 2-3 года до 5 лет срок. Я в тюрьме сидел бы. А эта женщина, Это твои. ей они ничего не делали. Это правда, валлахи, биллахи, таллахи, это правда. Она просто во двор выходит
То есть как было? Дочка у этой женщины и мои дети, они учились в одном школе. И через свою дочь она привлекла, то есть моих детей к себе, то есть. И таким образом она обманывала их. Просто в сердце то есть, не вмещается то, что делала она. Мы, чеченцы, где бы мы ни были, мы всегда пытались воздерживаться в своих традициях. Но находясь здесь, это очень трудно. И сейчас у каждого, может, есть в голове, а почему ты тогда не поедешь домой? Я хочу домой, но оставить своих детей, например, половину здесь оставить у них, поехать в Чечню, я не могу так поступить. Вот поэтому я тут застрял. Еще мне очень трудно, я попросил помощи. Именно у Рамзана Ахматовича Кадырова. Тоже, наверное, не дошел, я не знаю. Я просто застрял мысленно и так, и в общем. Возьмите меня это. Давай. Вечер добрый. Знаете, мне очень многие пишут, останься там, тебе лучше там, в Чечне, то, здесь то. Понимаете? Это люди пишут, те, кто не знает, что здесь происходит. Фати Тигиров, Дализа, Маршова. Нет, здесь на самом деле вот вся эта демократия, это устроено на лицемерие. Клянусь Аллахом, здесь нет правды. Клянусь Аллахом, здесь не защищают правду, справедливость. Валейкум ассалам ва баракатуху. Даулет тест 4004. Добро пожаловать в Казахстан. Вот вся эта европейская, то есть вот эта демократия, клянусь, я клянусь вам, клянусь Аллахом, здесь не защищают правду, здесь защищают, кто, например, у кого хорошие адвокаты, я не знаю, у кого. То есть как лотерейный билет. Это лицемерие. Понимаете? Настолько. Да я конечно, я умею, что я. Ребята, я хочу, кто не подписан, Да. подпишитесь. Да. Желательно, если кому не сложно, мне нужна именно поддержка, те видеоролики, которые я закидывал. Просто зайдете туда и пишите комментарий и ставьте лайк. Я клянусь Аллахом, если есть в этом мире человечность, то есть в себе имеют. Я надеюсь, что есть такие люди. Если каждый человек будет меня в этом поддерживать, я клянусь, смогу свою семью вытащить и спасти. Просто подумайте сами, когда у тебя детей просто украли, но у тебя нет возможности из-за финансовой и все такое. И они это знают. И еще так ехидными своими ходами поступают с тобой.
Вот эта женщина, которая украла моих детей, клянусь Аллахом, она хотела купить себе дом, так как она, если имеет дети, она же получает плюс деньги. То, что она присматривает за чужими детьми. Это 980 евро за одного ребенка. Она дополнительный получает только для себя. А двое детей это 1960 евро, да? 1940 евро, то есть. Вот 1940 евро. И плюс она получает детские, но это для детей. Она получает 205 евро за одного ребенка. Понимаете? Поэтому она бельгийка. Она украла моих детей. А полиция не реагирует. Я подал заявление. Вообще никакого. 0 реакции. 0. А дети, то есть как она хотела? Смотрите, она украла моих детей и хотела купить дом. Пока у них не исполнится 18 лет, власти будут ей оплачивать, то есть дать эти деньги. Но мои дети не хотели с ней жить, ушли. И сейчас находится одна в закрытом лагере в Брюсселе. Другая я не знаю. То есть они не дают мне с ними нормально говорить. То есть они отобрали у меня право, отцовское право, чтобы я... Они говорят, нет, ты имеешь отцовское право. Но они говорят, типа, ты отец, но не имеешь права, то есть, вырасти. То есть они не имеют права жить со мной. То есть что я хочу? Они, то есть, отобрали тот возможность, чтобы детям я мог сказать, эй, никуда не шагу, без моего разрешения. Или я не могу даже их нормально вырасти, чтобы они шли в школу, то все. Понимаете? Я даже 2 раза в тюрьму попал из-за детей. Просто это, знаете, я не знаю, когда это закончится. Ну, всему нужна финансовая поддержка, правда. Нет, не бывшая жена, нет. Я еще раз повторю. Это очень долгая история. Это не только с этим связано. Но вот этот последний вариант, я еще раз повторно объясню. Бельгийка. Она живет у нас в соседнее село, Локерен называется. Ее дочь и мои дети учились в одном классе, в одной школе. И через них она узнала, что я живу без жены. И я вырастил своих детей без жены. Тогда у меня было 7 детей, и жены тоже не было. Сейчас я женился опять. 3 года, 6 месяцев я вырастил своих детей сам. И она это узнала, и она не упустила этот шанс. И в одну ночь, да, сначала первая дочка, да, она сама ушла к ней, что она хочет, то есть она полиции говорит, что типа я ее избил, то все, такого вообще не было. Но эта женщина уговорила ей, чтобы она так говорила в полиции. И меня обвиняют, типа, что я избил дочку, там, она не хочет, она не имеет, то есть не может жить у меня. И ей дает вот эта женщина, типа, как вторая мать. И она начала там жить. И не проходит много времени, где-то месяцев 2-3, наверное, я не знаю, не помню. Ночью приезжает во двор, и, короче, я
То есть не видел сам своими глазами, но я внутри сижу, дети говорят, она ушла. Как это ушла? И эта женщина приезжает во двор, забирает мою дочь и едет там, где он, к себе. Потом приезжает полиция, твоя дочь находится так и так, ты согласна? Я говорю, нет, конечно. И эту дочку тоже она уговорила, типа, если сейчас я поеду домой, мой отец отрежет мне глотку. Я раньше было мне очень, то есть неудобно такие вещи говорить, но я знаю, я хочу, чтобы вы тоже это поняли. Клянусь Аллахом, дети сами этого не хотят. Они были зомбированы, они же маленькие, 13-12 лет, то есть у них как раз переходной возраст. И дальше что было, я не хочу. Я знаю, как она жила, какая она свобода им дала, чтобы лишь бы они жили у нее. Поэтому дети зомбировались. Сейчас они, да, понимают. Вот буквально 3 недели назад, по-моему, максимум. Одна дочка приехала домой и опять ушла. Вторая тоже приехала домой и ушла. То есть они говорят, у меня даже и видео есть, все есть. Югтрекбанк, то есть этот орган опекуна, они не разрешают ей контактироваться со мной и приезжать домой. Вообще это запрещено. То есть она приехала все-таки. Я говорю, смотрите, вот она приехала. А почему я глотку не отрезал? Ну, как это? Нет, мы так думаем. Они делают свое решение и, короче, таким образом, пока они будут делать такие решения по своим мыслям, я не могу ничего. У меня нет никакой прав. Они должны, я говорю, если вы хотите действительно, чтобы дети выросли нормально, послушайте меня. То есть как? Это же вранье. То есть вы еще даже и не можете доказать что-то. Попросите у моих детей, дома у меня еще, например, 6 детей. Попросите у них, бью я их или нет. Попросите. Понимаете? То есть нет, они просто делают свое решение. И, короче, в общем, такова ситуация. Кто не знал, я объясняю. Поэтому, смотри, еще я объясню, почему у меня вся эта проблема продолжается. Уже 2 года мне не платили, вот эта финансовая поддержка отрезана. Сейчас я физически не могу работать. То есть у меня проблемы начались с депрессией. У меня, да, я не могу работать из-за... То есть это не агрессия, но это такой подавленный, то есть вот их действий, оно меня уже давит. Я не могу даже представить себя, что я где-то работаю. Я не могу. Физически уже не могу. Мне нужно, да, отдых, но, естественно, я его не могу сейчас получить. И правда, я, конечно, устал. Я буду продвигаться, конечно. Но сейчас, если бы у меня была поддержка, я бы подал заявление в Страсбургский суд. Я гражданин России. То есть у меня нету никаких документов европейских. Поэтому мои права здесь вообще 0. Понимаете? Но я бы добился, если была бы у меня финансовая поддержка. Но я не прошу ни у кого там деньги. Я всего лишь пытаюсь сейчас. Я еще не делал такой контент. Если я буду делать, то есть без поддержки, это будет зря. У меня не такие большие просмотры. Вот это на этом YouTube-канале у меня есть монетизации. Я могу получить деньги за это. Я не знаю, каким образом. Я попросил помощь у Рамзана Ахматовича, у всех, везде.
Ну, так и я его не получил. Еще в 2021 году, когда я попытался, то есть, поехать домой в Чеченскую Республику, мне помешали люди, вот эти бичкери, кичкери, то есть у нас тоже как чеченцы, которые живут в Европе, не все, 4 года назад. но те, которые сидят в соцсетях, вот эти, Если бы ты народился, ну я не знаю, как их называть по-другому, лизоблюды западных стран. Так как я поддерживаю свою страну и свою родину, они меня ненавидят сейчас. сколько бы тебе было? Ну, они помешали мне, когда я попытался попасть домой. Сколько было тебе 4 лет назад? В общем, с этого у меня началась проблема. То есть 2 года, я это хотел сказать, 2 года мне Ну, остановили сколько бы все было, доходы, если я родился, помощи. там, 10 лет назад? Я попал в тюрьму, поэтому у меня вот вся эти счета, которые я должен оплачивать, все Сколько такое, бы мне было, если оно бы я добавилось, родился то есть 10 лет добавляется. назад? Здесь, Сколько бы кто мне живет в было? Европе, он понимает. Если бы я родился Эй. 10 лет назад. Чш. 20. Короче, они добавляют, и все, он пошло вверх, и все. Да, правильно. Да. Ахсафет Байкал Ритуя. Далуши Аллама датсис. Это от Бога. Я Ахсафет Байкана запчас чуется Юсуп. Вы ахчум хелчул да, запчас сейчас туидюас. Антон. Сумет суч ох. Да. Я поэтому говорю, смотрите, у меня будет и на нидерландском, и на английском, наверное, не знаю я. Если вы говорите, что в этом Европе есть справедливость, давайте разобраться. Потому что нет справедливости. У меня есть все доказательства, то, что моих детей украли. Клянусь Аллахом. И эта женщина уговорила их, чтобы они там в полиции говорили, где он. Вот такие вещи. Сумет суч. Ифтахаш айдери аиш. Ила. Все. Ахо. Хо, Ахо. де хо диш хо. Мне Асин просто скваржа. кидать. Да, у меня депрессия, братан. Ну что? Это же он влияет на мой мозг. Как это? Пал он, зачем это пал? То, что я, то есть 2 детей, где он не со мной у властей. Как это? То есть остальные со мной, где он. Конечно, я получил депрессию. Я реально, где он подавленный, братан. Я же человек из мяса. Он бюсен, он сатира был балца, это его, а он цедит не, мапал бюта депрессии был. Ты что? Если здесь есть реально, где он справедливость, вот это лицемерная демократия ихняя. Давайте, где он. А нет, я хочу, чтобы эти власти, где он, поняли, что со мной поступает неправильно. Клянусь Аллахом, я 1000000% выигрываю, если я дойду до Страсбургский суд. Я это знаю. Но чтобы дойти до Страсбургского суда, мне нужен и адвокат, и помощь, и все. Понимаете? А там я выигрываю. Я это знаю. А здесь почему? То есть против своей власти они должны тогда, если будет такое. Поэтому, Дион, у меня ничего не получает. В Бельгии я уже знаю, что не получится. Но я надеюсь, что в будущем, будет у меня такая возможность.
Будет. Вот смотри, она очень хорошо едет, она Ждем. Соответствовать своим Ну, я пока еще не снял контент, я даже не знаю. Я сниму контент. Сначала короткий такой, скажем, маленький контент про свою семью. Я не только буду рассказывать в эфире. Я выставлю, что действительно вся эта европейская, для меня, именно со мной то, что происходит, я выставлю то, что это действительно лицемерие, что нет справедливости именно в Бельгии. Если есть, то докажите. У меня есть все доказательства. Даже после Анидио меня... То есть они не должны мне помочь. Я не требую у них помощи. Я требую всего лишь справедливости. Если я даже буду добиться, все равно они были неправы. Потому что женщина, бельгийка, украла моих детей и заставила говорить против меня. Понимаете? Как было бы, если бы я украл бельгийскую ребенок, забрал себе 12-летний, 13-летний ребенок, привез к себе домой и уговорил этого ребенка, против своего отца. И ребенок, тем более, не сам пошел, она пришла домой, во двор, забрал. Понимаете? Это две разные вещи. Это похищение несовершеннолетних детей. Вы это понимаете? Это же и так есть. Но бельгийская власть, наоборот, против меня. Блин, а ты мне еще пишешь, Пал. Ты что, охренел, что ли, Ёлкина? Валлахи, это правда. Если не правда, давай, Дион. Пускай, Дион. Бельгийская власть должна разобраться в этом. Я же никому, то есть, не угрожаю, то есть, не требую, Дион, то есть, за неправду, чтобы заступил. Понимаете? Клянусь Аллахом, это правда. Все доказательства даже у меня есть. Но 0 реакции. Понимаете? Мне это трудно. Я ночью нормально делал, не могу. То есть я сейчас, я это говорю, потому что уже все, это конец. Я уже не знаю, что делать. Вот дети могут это подтвердить, но, к сожалению, они могут на чеченском, да, они разговаривают на русском, как она сбежала. Вот такой у меня будет контент. Как она убежала, что было. Понимаете? Есть видеоролики. То есть нет видеоролик, когда эта женщина идет. Вот здесь, во двор, перед вот этой дорогой. Туда она пришла, забрала вторую. А первую со школы пошла к ним. Эта женщина живет в другой селе, рядом с школой. Она пошла со своей подружкой к ним. Да, она ходила к ним раньше. То есть она иногда ходит к подружке и приезжала домой. А в тот день, когда она зашла, женщина уговорила и осталась. И все. Ко мне приезжает полиция, что я избил детей. Понимаете? А вторую она приехала во двор, забрала. Ночью. Это похищение несовершеннолетних детей. Я подал заявление в полиции. Мое заявление там лежит еще 6 месяцев. Понимаете? После этого дети, то есть, клянусь, 2 раза приехали домой. Одна 2 раза, одна 1 раз. Но они боятся. Я не знаю чего. Я говорю, я могу разобраться. Вы только должны сказать, что вы хотите с отцом. Они приехали домой, но они не хотели, чтобы они, то есть власти знали. Сейчас у меня эти доказательства тоже есть. Понимаете? Но пока они не знают, что они приехали домой. Я всего лишь здесь говорю. Вот эти еще, если я подам в Страсбургский суд, ага, все. Понимаете? Они же говорили, что я их буду убить. Почему я тогда не убил? Понимаете? Ну, я не знаю,
чего мои дети боятся? Я не знаю, они очень сильно боятся вот этого Югтрекбанка. Как-то так. А поддержка от чеченцев, не буду говорить, чеченоговорящих, вот эти, бичкирийская страна, то есть стороны, которые живет в Европе, поддержки вообще нету. Наоборот, они делали зло мне. Они делали настолько большое зло моей семье. Понимаете? Вот так как-то. Я пока что записываю их. Я знаю их род, все такое. Домой доберусь. Будет спрос, иншаллах. Я то есть надеюсь. Как-то так. Соболденцы? Es iedon. Todo я амеяс. Я амея маис. Мне не нужны их ни миллионы, ничего. Мне не нужны. То есть, если я получу здесь документ, у меня будет, да, права больше. У меня гражданство, то есть российское гражданство, у меня нету никакой права здесь. Я живу на птичьих правах. У детей есть. У детей даже есть постоянно местное, то есть постоянный вид жительства. Мне не дают. Про мать, я с ней развелся на где-то, не знаю. Привет, добро пожаловать. Я поэтому говорю, я ради Аллаха всех прошу, кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки. Кстати, лайк вставляют просто прямо посередине, вот, например, на мой палец. Так быстро, так 2 раза вы кликаете, вот этот лайк. А другие боковые лайки, они не обязательны. Но именно вот прямо на экран, и у вас появляется на экране лайк, и у меня. Но это на эфир. То есть за эфир я деньги не получаю, конечно, но все равно это будет как-то больше охватывать аудиторию. Альхамдулиллах, твердо, марфу, Михаил. Суперстрайкеры. Гора чемпионов. Без новичка будет тяжело. С ними я стал забивать голов. Так, вот такие, то есть на чеченском, то есть мне пишет мне, давай я переведу. Я хочу, чтобы люди узнали, вот именно такие, то есть вот эти бичкирийские, вот эти лизоблюды, вот эти чмошники, кто они? Почему ты не поедешь домой, зайчик, если ты Россию любишь? То есть у меня есть такие враги, они подтверждают, что еще они чеченцы. Чеченец всегда был другом, если даже он враг ему. В таких ситуациях всегда чеченца был как брат. А вот такие уже, они и не чеченцы, и не братья. Понимаете? Они настолько павшие подлецы. Понимаете? То есть они создают всякие там аккаунты, например, в ТикТоках, оскорбляют, вот такими вещами ими занимаются. Ну, к сожалению, такие чмошники у нас тоже есть. Ну, почему я именно, то есть, реагировал на этот комментарий, чтобы вы поняли, кто мне именно мешает. Да, я уже больше 3 года открыто вел свой блог, что именно я поддерживаю свою страну и поддерживаю Россию и свою Чеченскую республику, поэтому они их заливают. У меня была бы поддержка по-другому, если бы я подлизывал бы им.
То есть в какую они идут? Меня вот эта бельгийская власть тоже, знаете, как работает? Это настолько такая лицемерная система. У меня есть один выход, один возможность. То есть у меня и другие возможности есть, но из них один. Какой? Здесь есть церкви и католизм, то все такое. Я не оскорбляю религии. Но поймите, я мусульманин, альхамдулилля. Но если я пошел бы туда, попросил бы помощи в такой ситуации, то есть они мне не помогают. То есть получается, я иду к ним. Я пытаюсь, не изменяя себя, своих традиций, возвращать своих детей. Это раз. И, конечно, я требую справедливости. То, что моих детей украли. Понимаете? Вот так. То есть я должен там, например, они не говорят мне, но у них есть такие организации. Для чего? Вот человек в такой ситуации, вот, то есть и попадает, и такие люди к ним ходят. И они меняют и веру, они переубеждают. Человек, когда получает себе выгоду, он наклоняется на это. Понимаете? И уже он, это реально. Понимаете? Религия это не... То есть нельзя. То есть если тебе выгодно, ты мусульманин. Если ты не выгодно, ты не мусульманин. Так не должно быть. Поэтому мне трудно пройти этот путь, но я пройду это достойно. Клянусь Аллахом. И, в общем, я думаю, что я понятно объяснил, для чего создали такие католические организации, то есть не церкви. Я не оскорбляю, еще раз повторяю, я не оскорбляю религии. Эта система такая у них строена. Понимаете? Я не требую, чтобы мне сейчас помогали, и не прошу. Я уже оставил это. Ну, если кто хочет, я его, конечно, заблокировал. Но если кто хочет, просто поддержит меня лайками, комментариями. А кто плохой пишет, я его заблокирую и выкину, и все. Мне не интересно с вами вести какой-то диалог. Я уже достаточно сыт с этими ссорами. Но что есть, то есть. И те, кто именно пишет мне такие вещи, я не знаю, оскорбительной форме или противоречие такое, да, я знаю, что вы тоже являетесь лизоблюдами западных стран. И вы тоже являетесь теми же лицемерами. Вот вся эта лицемерская демократия в Европе, я это могу запросто доказать. Запросто. Клянусь Аллахом. Бельгийка украла моих детей, настроила против меня. Есть все доказательства. Есть документ, который я подал в полиции. Нету никакого реакции. Справедливость где? Это демократия? Это правда? Нет? Все. Какая вам еще нужна доказательство? Я прихожу к тебе домой, забираю твоего ребенка аккуратно, ночью прихожу во двор, посажу свою машину, 13-летнюю девушку, твою дочку, и потом вызываю полицию, его дочка у меня, отец угрожает. То есть как это? Ну вот так. Имя Айнен Долде. Видите? Вот такие идут. Есть, если бы ты мужчина. Вот этот человек мне пишет, если бы ты мужчина, ты бы, как он говорит,
присмотрел бы за своими детьми. Ну вот, посмотри. Я нахожусь здесь. Если я что-то делаю, меня просто посадят. Но этот человек, он пишет мне такие вещи. Ну кто ты такой? Кто он? Она получает за одного ребенка 980 евро. То, что она присматривает за чужими детьми. 2 детей это уже 1860 евро, то ли. Ну, в общем, 1840 евро. И после этого я узнал, что она пытается купить дом. Мои дети, да, не хотели с ней тоже жить, то есть разошлись. Одна сейчас в приюте, другая я не знаю, то есть они не дают мне встретиться, поговорить нормально. Поэтому трудно все, понимаете? Вот из-за этого она хотела купить дом. Пока не исполнится 18 лет моих детей, она будет этот деньги получать. Она думала, что она может так продолжаться, и поэтому хотела купить еще и дом. Понимаете? Это мне не дают деньги. Если я чужой ребенок, то есть забираю, я присматриваю за этим ребенком, им это дают. Понимаете? Или мне дают, если я за чужого ребенка присматриваю. И плюс дополнительные 205 евро. И плюс там бывает хруй пакет, то все в году там 1500 евро, то все, школа все оплачивает. Понимаете? Вот поэтому делают. Смотрите, вот это орган опекуны, для них нужна работа, чтобы их бизнес продвигалось, чтобы с бюджета выписывать деньги, нужен что-то делать. Я был во многих инстенингах, то есть в этих приютах. Раньше, когда у меня забрали детей, все дети забрали, они признали, что я являюсь хорошим отцом и достойным отцом. Клянусь Аллахом. Таким образом, мне отдали все мои дети. Это еще в 2022 году было. Я возвращал своих детей. Я жил хорошо, отлично. Единственное, я был под просмотром, и я не мог поехать в Чеченскую республику. То есть за Бельгию я не мог. То есть под присмотром был, никак. Вот это была проблема. А так, в общем, ладно, я на этом завершу. У меня зарядка сейчас то есть заканчивается. Сегодня у нас будет стрим на канале Маршу, кому если знаком. Этот канал из Чеченской Республики. В Телеграме. И также, возможно, я выставлю ссылку в описании. Но я не знаю, я буду его сохранить, этот видеоролик или нет. Ну, здесь получается, видите, там шум тот, поэтому я не сохраняю особо свои видеоролики. В общем. Я желаю всем, кто имеет в себе человечность. Еще хочу добавить от себя, никогда не верьте в эту лицемерную демократию евростран и Америки. Мы это прекрасно поняли, понимаем, поэтому надо их давить. Другого выхода нету. Я благодарю Владимира Владимировича Путина из-за того, что он поступает так. Надо было чуть пожестче, конечно. Это мало даже. Мало. Я желаю всем россиянам удачи в этом борьбе. Ахмад сила, Россия мощь, Аллах велик. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум.